Добрый день, уважаемый жюри. Я Егор Алексей Рудольфович, ученик 8 класса Ичигейской школы. Разрешите представить вашему вниманию мою работу «Графы их применения физики» на примере платы гирлянды. Данную работу я начал в прошлом году. Мы применили графы при разработке дом-школа-дом для начальных классов нашей школы. У нас получилось несвязные, однородные, неполные, в некоторых случаях ориентированные графы. В этом году я решил рассмотреть графы по направлению физики, так как данный предмет мне интересен. Первое с понятием граф я встретился при решении олимпиадных задач по математике. Трудности решения задачи объяснились отсутствием этой темы в обязательной курсе школьной программы. В математике даже есть специальный раздел, который называется «Теория графов». В настоящее время графы и связанные с ними методы исследования распространены практически на всю современную математику. Графы эффективно используются в теории планирования и управления, социологии, математической лингвистике, экономике, биологии, медицине. В различных инженерных и физических дисциплинах также используют графы, будь то проектирование электрических цепей или интегральных схем, применение которых хорошо известно. Целью нашей работы является овладеть основными понятиями теории графа и рассмотреть их применение в физике. Для достижения цели поставлены следующие задачи. Изучить литературу по теме исследования, рассмотреть схемы платы бытовой техники, в нашем случае платы гирлянды. Итак, что такое граф? Граф представляет собой фигуру, состоящую из точек и линий, связывающие эти точки. Точка называется вершинами графа, а соединяющие линии ребрами. В данной работе мы рассмотрели некоторые виды графов: нулевой, неполные, полные, направленные, однородные, эйлеровые, связные, несвязные, дерево, плоские, ориентированные. Далее собралась информация о применении теории графа в окружающей среде. С их помощью решаем математические задачи, головоломки, задачи на смекалку. Лабиринт – это тоже граф. Железные дороги на географических картах. Графы и есть карта звездного неба. Графом является и система улиц города и так далее. В процессе изучения во время практики по данной теме я рассмотрел платы гирлянды и построил по нему графы. У нас получилось неполные и несвязные. Гирлянда у нас была сломана. Были проблемы с проводом, который соединяется с платой. И в ходе работы мы починили нашу гирлянду. В результате проведенного исследования решены все задачи и получены следующие результаты. В данной исследовательской работе мы изучили математические графы и рассмотрели их виды. Проведенные исследования показали, что графы – это замечательные математические объекты, с помощью которых можно решать математические, экономические и логические задачи. Также можно решить различные головоломки и упрощать условия задач по физике, химии, электронике, автоматике. Также их используют при составлении карт и генеалогических древ. Рассмотрели платы новогодней гирлянды, построили по нему графы. Сейчас мы рассматриваем платы памяти компьютера, а также телевизора. Хотим разделить на части и рассмотреть, какие графы использовать в схеме. Спасибо за внимание.